европейский проект. И очень буду с интересом слушать анализом экспертов к этим темам, и я очень надеюсь, что они могут дать некоторые ответы на эти наши вопросы. Спасибо. Спасибо, доктор Шмидт. Над экономическим. И это был весьма непростой шаг, когда вхождение в экономический союз было обусловлено политическими причинами. Кенишбек уже упомянул Брексит. И вы знаете, здесь есть очень много параллелей с нашим вхождением в Евразийский экономический союз. Самое большое совпадение в том, что архитекторы выхода Великобритании из Европейского Союза точно так же, как правительство Кыргызстана, не может ответить на простой вопрос: а каков ваш план? Так же, как сегодня британские консерваторы, та часть, которая голосовала за выход, не может сказать, в чем состоит шаг первый, шаг второй и шаг третий, точно так же, к сожалению, мы не можем сказать. Я говорю «мы», потому что принимает политическое решение правительство, но исправлять ошибки, если таковые случились, приходится всему сообществу, а не одному правительству. Работа над ошибками дает возможность взглянуть со стороны на то, что произошло. Это не столько возможность потирать руки тем, кто был против вхождения, сколько возможность сейчас найти вот эту самую прагматичную, реалистичную точку зрения и уже исходя из этой точки зрения выстраивать наше существование внутри этого союза. Никто не хочет содержать слабые экономики. И в этом смысле, мне кажется, одна из причин тоже не экономического характера, которые существуют в кыргызстанском обществе, это то, что у нас до сих пор существует предположение, что российская экономика выполнит роль советской экономики. Здравствуйте, уважаемые участники круглого стола. Я Искендер Шаршеев, на сегодняшний день я исполнительный директор Ассоциации иностранных инвесторов. У меня есть два источника информации, это как общий пресса, официальная государственная статистика, так и резиденты нашей ассоциации. Да. На сегодняшний день у нас 14 резидентов, это иностранные граждане в основном. И мы имеем возможность в нашей ассоциации держать руку на пульсе и видеть, что происходит реально с экономикой. На данный момент, проанализировав вторичные источники информации, а также вообще в целом сообщения от инвесторов, которые по факту работают с нашей экономикой, можно сказать следующее. Вступление в Евразийский экономический союз для Кыргызстана оказалось больше политическим шагом, хотя следует признать, что многие наши бизнесмены действительно много чего ожидали от этого союза и ожидали, что действительно декларируемые слова об открытии границ будут исполнены. Но какие у нас сейчас итоги? Мы вошли в августе 2015 года в союз, и прошло всего лишь около 10 месяцев, неполных 10 месяцев. За эти 10 месяцев выводы делать какие-то преждевременные, хотел бы оговориться. Да? И для полного анализа даже в бизнес-среде нужно минимум 3 года. Но у нас только 10 месяцев. И мы посмотрим, что у нас было в году 2015-2014 и что у нас есть в году 2016 на текущий момент. Во-первых, если мы посмотрим, нам первый аргумент, который говорили, что когда мы войдем в ЕАЭС, увеличатся денежные потоки мигрантов, потому что будет облегчена их участь там, в Российской Федерации и в Казахстане. По факту же получилось так, что мы получаем прямую информацию, что мигранты сталкиваются сегодня с сильной дискриминацией, особенно наши, потому что наши мигранты действительно получили, российская сторона выполнила это обязательство, они получили возможность регистрироваться легально, вести свою деятельность там. Практически их пенсии полностью учитываются в Российской Федерации. И есть возможность
нормативно-правовые акты подготавливаются, да, некоторые уже подписаны, что пенсия, ну, то есть пенсионные платежи, которые делает наш мигрант там, если он приедет сюда, могут перечисляться, делаться перерасчет между государствами. Но что это означает? Почему были выгодны мигранты российской экономики? Потому что это была возможность нанять их нелегально, скрыть их от властей, соответственно, не платить за них налоги, использовать дешево их рабочую силу, соответственно, получать от этого экономический эффект и, соответственно, и платить, да, мигрантам. Сейчас в связи с экономическим кризисом, связанным со снижением цен на углеводороды, им легче нанимать, опять же, из других стран Центральной Азии мигрантов, а кыргызских граждан, которые пожелали легализоваться, невыгодно, потому что с этого момента у них возникают расходы. Расходы по фонду оплаты труда, расходы по фонду оздоровления трудящихся, расходы по ПФР, да, российские специальные свои налоги, ПФР, и ФЭД, да, еще несколько вот таких налогов есть. И в результате как бы на сегодняшний день, если в 2014 году объем денежных переводов мигрантов составил 2,2 миллиарда, да, долларов США, то по данным НВКР в 2015 году поступил уже 1,3 миллиарда. То есть практически вот это утверждение, что мы вступим и сразу увеличатся переводы, оказалось несостоятельным по факту. Да? Пока не увеличивается. Если взять по данным Нацстаткома, то объем внешней торговли в 2015 году у Кыргызстана снизился с лета, начиная после вступления, по сравнению с 2014 годом. Экспорт сократился на 10%, импорт на 27%. При этом объем экспорта без учета золота сократился на 21% за счет уменьшения поставок в страны СНГ. То есть нонсенс в чем заключается? Выясняется, что по данным Нацстаткома до вступления, до августа, мы активно все еще продолжали ввозить наши бизнесмены в Россию и Казахстан товары по реэкспортным схемам. А после вступления не ввозят. Если брать показатели за январь-март 2015-2016 года, да, помесячно, по каждому месяцу, такая статистика тоже сегодня уже доступна. После вступления в ЕС картина следующая. Внешний торговый оборот составил в 2015 году, да, с января по март 1302 миллиона долларов США, без учета золота, будет 1037. В 2016 году оборот же по внешней торговле составил 1021 миллион. То есть налицо снижение на 279 миллионов долларов США, да, торгового оборота. Если взять импорт, то если он в 2015 году с января по март составил 915 миллионов, или 906 без учета золота, то в 2016 году за этот же период 733 миллиона при отсутствии импорта золота. То есть практически как бы налицо снижение импорта на 100 миллионов долларов, да, после вступления в ЕС. То есть произошло снижение и импорта, и экспорта. То есть экспорта из страны. И, естественно, импорта в основном это с Китая, да, так скажем. Возникли барьеры. Если взять, как повлияло это все на годовой ВВП, да, вступление, очень маленький отрезок времени, полгода, поэтому я оговорился, да, в начале. 3 года надо для полной уверенности. На ВВП влияние составило такое. В 2015 году примерно вот 0,36 миллиарда долларов меньше, чем в 2016, чем в 2015. По данным Всемирного банка у нас ВВП составляло 6,6 миллиардов, да, в 2014 году. В 2015 году ВВП упало к 6,24 миллиарда. При суммовом исчислении, если так посмотреть, да, ВВП с учетом инфляции, правительство может смело заявить, в наши годы, да, в наше правление ВВП необычайно вырос. Да, вот, мы довели там ВВП с 250 миллиардов, да, до 360 миллиардов, может заявить. Но если к курсу доллара привести и пересчитать в долларах, то получается падение. При этом как бы получается, что падение в целом, в среднем, если так посмотреть, 21-23%. Да, происходит. Если брать за основу 3 года. Следует учитывать инфляцию. Инфляция, получается, у нас в 2015 году составила 3,4%. В 2016 году надо отметить, что
И произошла интересная вещь. Страны ЕАЭС, они субсидировали свою экономику, особенно сельское хозяйство, в период высокой цены на нефть. И, соответственно, эти программы были долгосрочными, и они дали свой хороший результат. И сельхозпродукция, произведенная у наших соседей, дешевле, чем наша. И, соответственно, как бы сегодня даже без Нацстаткома вы можете просто пройти в несколько гипермаркетов, супермаркетов, да, в Бишкеке и посмотреть, как-то изменился товарный состав. И вы увидите, что Беларусь, Украина исчезла, появилась Беларусь, Россия и Казахстан. И их товар действительно дешевле нашего в 1,5 раза. Вот такое выдавливание произошло по некоторым сельхозтоварам. Это в основном касается молочки, мучной продукции, макаронных изделий и так далее. Ну, алкоголь, да, в том числе. Получается, как бы произошла, ну, для потребителя это хорошо, потребитель получил дешевый товар, но для экспортера и для местного производителя это был удар. И есть информация, вот у нас из нашего круга бизнесменов, с которыми мы общаемся постоянно, каждое 5-е предприятие закрыло или заморозило свою деятельность. На сегодняшний день это можно заявить. И при проверке, если мы проверим это, мы это увидим. То есть при этом как бы число регистрирующихся компаний на том же уровне, как и в прошлом году, но активных компаний меньше стало. То есть компании просто некоторые перестали что-то производить, хотя в Минюсте висит их название, сдаются отчеты нулевые регулярно, но деятельности нет. Объем совокупно включенной внешней помощи в Кыргызстан составил, да, за прошедший год, 2015 год, 7 миллиардов. И в основном, если раньше почему-то говорилось, что крупнейшим партнером будет Россия, да, на сегодняшний день крупнейшие, более $1,5 миллиарда за последние 3 года, да, было включено через Китай. То есть эти деньги дал нам Китай. Получается следующее, да, вот у нас, по идее, одной из негласных договоренностей, темой политических спекуляций и темой выступлений по телевидению, да, наших политиков, было заявлено то, что после вступления в Евразийский союз будет создан Российско-Кыргызский фонд развития, который будет профинансирован и иметь собственный капитал размером $2 миллиарда. И через этот фонд или иными способами будет с помощью Русгидро построен каскад, Верхнеорнарынский каскад ГЭС. Туда будет вложено от $1,5 до $2 миллиардов. Да? При этом как бы будет также финансироваться казахской стороной сеть лабораторий, которая производит как бы выдачу декларации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. На сегодняшний день, по моей информации, ну, то есть по общей информации, которую вы берете из СМИ, вы можете увидеть, что на Новый год наш президент выступил с речью, что нам нужно искать другого инвестора. Да? То есть после вступления в ЕАЭС мы не увидели эти 2 миллиардов. Более того, произошло что-то, что сподвигло тому, что 90% активов, да, фонда, полученных на тот момент, оказались размещены в российских банках. Да? На сегодняшний день какая-то работа ведется, и снизили и процентовку, и сумму, да, размер вклада, да, Российско-Крымского фонда развития. Но тем не менее, как бы, капитал не такой доступный оказался, как ожидалось. И $100 миллионов, вот, пока еще вот я делал запросы, ответов нет, да, куда пошли $100 миллионов, дала ли казахская сторона $100 миллионов на модернизацию лабораторий в Крымской республике. А у нас есть бомба замедленного действия, это техрегламенты. Принято уже 36 технических регламентов Таможенного союза. В самой России регламенты по мясу, их только 3000 документов мы насчитали. То есть через 2 года они вступают в силу. У нас практически они считаются де юре вступившими в силу здесь в Крымской республике, но через 2 года закончится мораторий, да, на фитосанитарные проверки и так далее. То есть у нас бизнесмены, производители мелкие, которые не сертифицировали, не получили сертификат соответствия, декларацию соответствия техническим регламентам Таможенного союза, не сертифицировались по ХАСП, не смогут продавать товары в Кыргызской республике даже, да, не то что в России и в Казахстане. И будут вне закона, потому что любая первичная проверка выявит их полное игнорирование и нарушение тех соглашений и законов, которые приняты в Таможенном союзе. И это самая страшная бомба замедленного действия, при том, что чтобы модернизировать одно предприятие и привести его в соответствие с декларацией или к стандартам ХАСП, ИСО и так далее, да, нужно от 17 до 50 тысяч долларов, потому что на что уйдут эти деньги? Примерно
7 тысяч уйдет на консультанта, около 10 тысяч уйдет на образовательный процесс. И около 40 тысяч уйдет на материалы для приведения в соответствие с требованием техрегламента. Что это означает? Ну, например, у вас мясной цех, да? У вас из специального моющего материала должен быть покрыт весь ваш забойный ангар, да? Где вы забиваете скот. Близость к воде, близость к качественным сооружениям, определенный объем воды, строго фиксированный в техническом регламенте, определенные характеристики материала, их химический состав. Вот что такое технический регламент. То есть, если вы этого все не сделали, в любом случае вы не в законе, да? Не по регламенту работаете. И эта вещь действительно, я думаю, что прогнозирую, будет большой проблемой, да, в будущем, потому что законы приняты, а их исполнять надо. А наша республика подписалась, да, под многими регламентами. Если так посмотреть, да, на сегодняшний день вот, есть такая интересная ситуация. Например, картошка в Беларуси, да, 1 килограмм, стоит 6 рублей, да, осенью, 6-3 рубля. Получается, в Кыргызстане же он стоит, вы знаете, да, на рынке, 25, 18, 29, ну, себестоимость 8 сомов, да. То есть уже есть о чем подумать. Потом следующее. Вот, переходя к выводам. Я считаю, что Кыргызская республика не была готова экономически, технически, финансово вступления в таможенный союз или Евразийский экономический союз. Вступление было продиктовано политической аргументацией больше, нежели экономическими расчетами. Кыргызская сторона оказалась пострадавшей стороной в произошедшем факте неисполнения условий вступления страны в Евразийский экономический союз. Не выполнены следующие условия. Не построен, не профинансирован обещанный стратегическим партнером каскад гидроэлектростанций. Не оказана в полной мере поддержка странами ЕАЭС форы для Кыргызской республики по фактически отмене фитосанитарного контроля продукции сельского хозяйства на 2 года. Почему? Потому что нашим торговцам очень трудно торговать на рынках Астаны и Алматы. Применяется дискриминация определенная. То есть, когда узнают, что из Кыргызстана требуют дополнительных платежей, нетарифные барьеры существуют. Вы знаете из прессы, что, например, вот 2 простых примера, да, уничтожили рассаду болгарского перца, да, из Кыргызстана в Оренбурге, в России, да, не совсем давно, 3-4 месяца назад. 2 месяца назад, получается, уничтожили партию кыргызской картошки, найдя в нем червя, да, паразита якобы, да, потому что, ну, при желании в микроскоп много чего можно разглядеть, но это не тарифные барьеры, да, торможения, получается, торговые. Страны ЕАЭС не обеспечат условия свободы перемещения капитала, трудовой силы, товаров и услуг Кыргызской республики внутри стран Евразийского экономического союза. При том, что Кыргызская республика обеспечивает данные свободы для стран ЕАЭС в полной мере. И даже вот сообщение, когда наши органы пытались брать определенные неформальные платежи, да, со стороны казахской стороны, когда приезжали сюда на Дурдой, даже эта практика быстро была пресечена нашим правительством, а с казахской стороны она не пресечена до сих пор. Получается, Кыргызская республика на сегодняшний день не имеет ощутимые плюсы от вступления в ЕАЭС. Кыргызский бизнес еще не сориентировался. Кыргызстан получил статус ВСП, но тоже те же самые проблемы, что и ЕАЭС, стоят и перед ВСП. То есть, хотя Евросоюз нам говорит, не платите таможенную пошлину, привозите товар, я уже провел переписку с 80 компаниями из Евросоюза, дистрибьюторскими, чтобы свести с нашими производителями. Мне пришел ответ из нескольких компаний. Нам сказали обратиться в немецкий бренч GIZ здесь, в Кыргызстане, и через GIZ получить сертификаты органики, сертификаты ХАСК. И только после этого дистрибьюторы в Европе по ВСП будут принимать наши товары. А потом, на текущий момент нельзя утверждать, что ЕАЭС принесло пользу. Возможно, это результат того, что высокие цены на нефть, возможно, да. И, возможно, это тот момент, когда притирка. Вот я еще раз делаю оговорку, возможно, это болезнь роста, да, болезнь начала. Возможно, это притирка, и, возможно, в будущем какие-то плюсы от ЕАЭС будут. Но пока по цифрам, сухо по цифрам, выходит, что пока плюсов нет. Но, опять-таки, повторюсь, чтобы полностью сделать вывод, нужно как минимум 3 года. То есть 12 августа 2019 года можно будет сделать конкретные выводы. Но на сегодняшний день выводы такие, какие я представил. Спасибо. На прошлой неделе примерно такое же обсуждение состоялось в Минске с участием представителей всех стран ЕАЭС. И был вопрос тоже ЕАЭС ШОС, ЕАЭС ЕС, собственно, отношения между странами и так далее. И вот в этой связи у предыдущих выступающих было 2 тезиса, на которых я хотел бы остановиться.
по каскаду Нарынских ГЭС. Они все это соглашение было раньше, да, до вступления Кыргызстана в ЕС. И там было написано, что российская сторона изыщет дополнительное финансирование, кредиты и так далее. Но опять-таки, когда фонд открывался, безусловно, да, там было, что могут быть направлены на финансирование. Да. Говорить о том, что связывать, скажем так, проект Нарынских гидростанций ЕС, мне кажется, не совсем правильно. По стандартам. У нас в республике до вступления в ЕС были достаточно строгие стандарты. Мы шли, и КИСО шли, и ПАХАС шли. И, в принципе, нужно рассматривать интеграционные организации. Да? Будем говорить, политически мотивированы и так далее. Но суть – это очередной интеграционный союз. Да? У нас было 3 таможенных союза, помните, да? 93 год, 95 год, и вот потом 2009 год, да? Вот, созданный. У нас до сих пор существует договор зоны свободной торговли, существует, да, в 2011 году приняли. Вот, есть единое экономическое пространство СНГ и так далее. Но тем не менее всегда возникает вопрос создания для чего-то союза. Но для чего мне лично говоря непонятно, да, на самом деле. Но что мы смотрим, вот эти компетенции, да, то, что остается. Вот если мы делегируем, то мы в наднациональные органы, где есть министры, там, да, вот внешнеэкономическое регулирование отдаем. Внутри экономики регулирования видную роль. Национальная компетенция, вот она немножко меньше. Да? Меры регулирования союза, тарифное регулирование, о чем тоже было сказано. И вот этот объем, если посмотрите, у нас экономический суверенитет мал. Вот здесь есть самая основная проблема. Это у всех есть. У белорусов, у казахов, у армян, вот у россиян проблем нет с этим, да? По всем дискуссиям. Опять-таки, по объему то, что существует на сегодняшний день, да, если вы посмотрите, самая главная проблематика, которая есть в ЕС, отсутствие единой терминологии, да, то, что подразумевает под чем. Вот, например, вот с этими вопросами, которые касаются таможенного регулирования, нетарифного регулирования, как-то более-менее еще что-то понятно, да, есть какие-то термины и так далее. А вот когда касается ограничений, изъятий, да, ну и, собственно говоря, как говорится, вот единого толкования нет. Каждый воспринимает их так, как хочет, и, соответственно, например, когда Казахстан вводит какие-то меры ограничения, да, по отношению, например, кыргызстанских товаропроизводителей, белорусских товаропроизводителей, мы расцениваем это как барьер. Казахстан считает, что это изъятие, да, которое, в принципе, разрешено в рамках ЕАЭС. Здесь вот тоже большой спорный момент. Вот здесь вот как раз на спорных моментах входим к тому, что наши бизнесмены даже не могут обратиться, например, в экономические суды. Да, вот в Минске находится экономический суд ЕАЭС, вот, с исками, заявлениями и так далее, если что-то необходимо оспорить. Да. Опять-таки вот из-за того, что отсутствует единое понимание самой, собственно, терминологии. Что это такое? Вот в рамках этой презентации, ну, понятно, это нигде не зафиксировано, это для того, чтобы было более понятно, да, скажем так, общеприменительно в среде, скажем так, экспертного сообщества стран ЕС. Да, изъятие предусмотрено правом Союза исключения из общих правил функционирования внутри рынка Союза. И вот здесь мы как раз попадаем в вот эту ситуацию. Почему мы вступили в ЕС, Казахстан там запрещает, да, Россия запрещает, Беларусь, в принципе, мы, кстати, мы тоже можем запретить. Да? У нас, пока этого нет. Ограничения. Меры, применяемые государственными членами в одностороннем порядке в случаях, когда такой порядок допускается, опять-таки, в соответствии с правом Союза, и ограничения предусмотрены законодательством уже государственных в случае, когда регулирование каких-либо правоотношений осуществляется правом Союза, но на уровне законодательства стран-членов. Да? Вот это у нас тоже пробел. Это у нас не поработано. И, соответственно, вот этот барьер, мы еще там попозже о них подробно поговорим, но в данном случае идет фактическое препятствие для свободного движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы, также для взаимного доступа субъектов предпринимательской деятельности на рынок государств-членов. Да? Вот. И, соответственно, в том числе могут возникнуть вследствие необходимого ли требования уровня гармонизации, требований и правил стран-участниц ЕАЭС. Да? То есть не все законодательство гармонизировано. Об этом я тоже чуть позже скажу, в связи с чем это связано. Да? У нас, например, нет, ну, как бы для размышлений, скажем так, единых рынков, да, по всем видам предпринимательской деятельности. Вот. И также возникают вот барьеры в связи с невыполнением положений права Союза.
Ну, например, как в случае с Казахстаном, да, спорного достаточно. Почему вот партию картошки уничтожили, да? Вот. И, соответственно, вот этот пробелы, которые существуют, каждое государство трактует, соответственно, свою пользу. Да? Понятно, что это союз, и никто, как Путин говорил, не хочет тянуть слабых, да? И никто не хочет поддерживать своего конкурента. Да? Есть свое сельское хозяйство, которое надо поддерживать. Ну и, соответственно, вот здесь, почему эти пробелы существуют? Потому что компетенции, опять-таки, на регулирование, они не все отданы наверх. Ну и, может быть, и не будут отданы. Да? И, соответственно, здесь мы отмечаем разный уровень, да, готовности государств, участниц ЕАЭС, да, делегировать эти самые компетенции над национальным органом. Кто-то больше дает, кто-то меньше дает, кто-то средний дает. Да? Вот. И вот с этим мы как раз регулярно сталкиваемся. Вот. По, опять-таки, препятствиям, да, вот общие есть. Ну, допустимо это вот изъятие ограничений, они предусмотрены, но опять-таки не предусмотрен порядок, да, и, соответственно, не скажу санкции, а признаки, да, что должно послужить основанием для того, чтобы было изъятие или ограничение. То есть среди недопустимых это барьеры. Все как бы понимают под этим, но опять-таки, что такое барьер? Вот. И вот здесь как раз таки, дальше там будет у нас еще табличка целая, да, что такое. Вот. Они вот как бы вот указаны, если вот, ну, на этих повторяться не буду, у меня там просто 18 слайдов, за 20 минут я не уложусь. Вот. Нас сейчас интересуют вот барьеры. Да? Вот. Если прямой запрет существует, да, если на условиях ограничений в отношении поставщиков, финансовых услуг, там, если нет единой регламентации вопроса, если провел вправе, да, вот оно регулярно бывает. Вот особенно вот это взаимное признание ветеринарного сертификата. Это головная боль у казахов, у белорусов, и у нас. Да? Ну, по ограничению я просто скажу, что можно вводить валютные ограничения на срок не более 1 года, если существует. У них там 2-1,5 года и так далее. Принцип функционирования я пропущу этот слайд. Вот здесь у нас более интересная ситуация с теми барьерами, ограничениями, которые у нас на сегодняшний день есть. Да? Всего их 603. Да? Вот. Устраненных барьеров 24. Да? В процессе устранения 19. И вот прорабатывается 16. Да? И буквально вот недавно тоже было устранено 16. Всего 75 барьеров было. Ну, соответственно, цифры по изъятиям и ограничениям, которые есть, существуют. Вот. Вот самая проблемная зона, это вот мы на практике сталкиваемся со своими соседями. Да? Это вот как раз касается вот изъятия и ограничений. Где что есть, где падает. Вот. Но опять-таки, видите, да, вот как бы работа ведется, там 15, например, ограничений устранено, 6 остается, вот, 39 сохранено, да, допустим, 12. Но пока все это есть, возникает новый, да, рынок же живой. Вот, невозможно все предусмотреть. Тем более, когда нет единой понятийного аппарата, да, единой базы. Если ограничить, например, в сфере госмуниципальных закупок. 8 ограничений, опять же, идут в сфере технического регулирования и санитарно-фитосанитарных мер. Да? И опять же, энергетика, есть применение, есть ограничения на применение односторонних мер в части внешней торговли, вот, и есть ограничения, касающиеся права государственности на применение ценового регулирования. Да? Вот. По препятствиям, здесь основные 3 группы препятствий, которые существуют. Это отсутствуют условия для реализации права декларанта подавать декларацию на товары таможенным органам любого государства-члена. Да? То есть существует принцип резидентства. И, к сожалению, например, если бизнесмен из Кыргызстана будет вести бизнес, например, в России или в Казахстане, да, ему надо все равно ехать сюда, в Бишкек, да, если даже товар будет далее реализован за пределами Кыргызстана. Второе. Единые правила взимания вывозных таможенных пошлин тоже не разработаны, да? Тоже их нет. И, соответственно, есть и препятствия по группам так называемых чувствительных товаров, да? Ну, включая вот опять же алкогольная, крепкоалкогольная, слабоалкогольная продукция. Ну это опять же вот, по алкогольной продукции там 10 препятствий существует, табачная продукция 3, лекарственные средства 3, ну до конца 16 должны быть и закончены. Медицинские изделия 2, 16 год. Газ, нефть, автомобили, рыба. Вот касаясь автомобилей, мне кажется, знаете, что здесь тоже следует обратить внимание на то, что при вступлении, ну, скажем так, может быть, не совсем детально были соблюдены нормы, да, которые установлены законом о нормативно-правовых актах Кыргызской Республики 2009 года. Да, а именно проведение обсуждений с бизнесменами. Вот если вы вспомните обсуждения, которые были, речь, что швейники, да, есть ассоциация, обсуждения были.
Те, кто занимается реэкспортом китайских товаров, да, обсуждения были. А вот те, кто занимается автомобильным бизнесом, а также те граждане Кыргызстана, которые в надежде увеличить свой доход, да, купили автомобили, вот они оказались в проигрыше. Да. Я имею в виду вот это, помните, точка отсечения 1 января 2015 года. Вот. Нам даже постфактум известили о том, что с 1 января, да, эта норма будет работать. То есть, ну же это закон же, да, и, соответственно, эта норма-то, когда был проект закона, она же широко общественно не обсуждалась. Да. Соответственно, люди, кто занимался автомобильным бизнесом, они не были вовлечены в этот процесс. Вот. И, соответственно, получается, что анализ регулятивного действия, который проводился, он был проведен не очень качественно. Да? Потому что мы видим нынешнюю ситуацию на авторынке, машины стоят, люди обанкротились, да? Брали кредиты, соответственно, не надо сейчас выплачивать. Вот та реальная ситуация, которая у нас сегодня есть. Ну, по регулированию импорта, там, в принципе, я остановлюсь на двух последних тезисах. Конечно, можно получить этот эффект из-за того, что, например, если снижается мера регулирования, по идее, в теории должен расти импорт со стороны всех торговых партнеров, так как снижается уровень нетарифной защиты. Вот. Что должен означать рост производства, если есть средства это производство запустить? Да? Но у нас, к сожалению, этого пока нет.